Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: что о вас говорят мужчины? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая вы интересная девушка. Здесь много о вас говорят. Много. Тут прям, смотрите, легенды какие-то о вас ходят. Смотрите, для одних вы амазонка с мечом, да, на весу, а для других вы просто какая-то райская птичка. Понимаете? Нет равнодушных мужчин. Нет, в вашем окружении таких нет. Кто вас хотя бы раз в жизни видел, все под впечатлением. Понимаете, под впечатлением. Для кого-то вы показались какой-то очень сильной, такой волевой, строгой, неприступной женщиной, готовой бороться за себя, за близких, за свое пространство, за свои мысли. Ну, прям сразили наповал. А для других вы кажетесь вот такой экзотической райской птичкой, желанной, но недоступной. Понимаете? Вас очень сложно приручить. И в любой момент вы можете как встать на крыло и упорхнуть от мужчины, и оставить его с носом. Да, действительно очень экзотичная девушка. Смотрите, мужчины очень часто говорят о вашей красоте, либо о вашей фигуре, о ваших формах. Возможно, и о том, и о другом как совместно обсуждают. Очень красиво здесь показали ваш стиль в одежде, либо умение комбинировать и подбирать гардероб. Вот мужчины, хоть они и далеки от моды, но отдают дань вашему таланту и вашей искусности именно в этом моменте. Макияж, прическа, опять же, да, то, что на вас одето. Вот выглядит это все как из журнала. Из журнала, понимаете, вы очень модные и очень стильные. И даже мужчины, несмотря на то, что они редко обращают на это внимание, они вот все вот в мыслях приходят к тому, что вы как картиночка. Картиночка, хочется на вас смотреть, хочется вас рассматривать. Прям красота. Вы дарите красоту этому миру. Мужчины это отмечают. Кстати, девочки, вы ни одному мужчине разбили сердце, поверьте. Вот здесь два страдателя, видите, вышли. Один ручки тянет, а другой уже даже и не тянет ручки, просто повесил, понимает, что ему никогда такое счастье не перепадет, да, по судьбе, по жизни. А второй еще имеет надежду, да, надежда в сердце теплится, что он сможет вас, скажем так, приручить, договориться с вами. Два мужчины безнадежно в вас влюбленные. Да. Страдальцы. Не знаю, знаете вы этих мужчин, не знаете, но два экземпляра мужского пола по вам слезы льют и испытывают сердечную тоску. Привязаны к вам очень сильно. Один от вас далеко находится, а второй где-то рядом. Где-то ходит, вздыхает. Ох, все тянется, а вы то ли не замечаете, то ли вы его к себе не подпускаете. Ну, страдает мужчина, что тут скажешь. Кстати, не намерен сдаваться, он ждет какого-то удобного случая, да, какого-то вот прям часа X, когда он к вам придет и попробует еще раз вам предложить себя, свою руку и свое сердце. Так, на работе вот мужики, смотрите, кто работает. Здесь мужчины, может быть, раньше даже, да, когда вы работали, кто-то сейчас на пенсии, всегда со страхом и почтением к вам относились. Вы такая грамотная, вы такая специалист,
что мужчины иногда просто некомфортно и неудобно рядом с вами себя ощущали. Ну, казалось бы, да, какой у нас стереотип гуляет, что женщины, они не настолько умные, да, либо там не настолько сообразительные, что женщина, она, ну, как на работе состояться не может, карьеру сделать не может. Но вы же любому мужику фору давали, и мужики это видели, ощущали и понимали. Вот, разговоры постоянно об этом ходили, либо до сих пор ходят, что вы просто, ну, уникальная. Вот они смотрят на вас и смотрят на ваших, например, коллег-женщин. Вы разительно отличаетесь от них. И вот они, знаете, как между собой говорят, ну, по крайней мере, я вижу троих, вот они ведут такой диалог, что как же так, да, она же женщина, но она покруче, чем любой из нас, да, либо круче, чем мы тут втроем, если нас в лепешку слепить, да, она ведь круче будет. Как она в себе это совмещает. И умная, да, и способная, еще и очень-очень красивая. Понимаете, вот так говорят. У кого-то из девочек отыграется, что тут начальник ваш неровно к вам дышал, либо дышит по сей день. Да. Знаете, боится к вам проявиться, боится потерять такого сотрудника, как вы. А с другой стороны, ну, не уверен он, что вы на него согласитесь, да, на его кандидатуру. Потому что вы женщина гордая, вы женщина целеустремленная, вы такая, вот знаете, всех себя уважать заставили. Вот мужчина это очень чувствует. Это он ходит, облизывается, а ничего сделать не может. Думает, вот я к ней проявлюсь, пошлет, еще и с работы, не дай бог, уйдет. И все, я и сотрудника потеряю, и возможность ее видеть потеряю. Лучше буду уже так на расстоянии, тихо, там, молча любить ее. Так, дальше, мои девочки. Вот здесь нам четко показали мужчин-родственников. Ну уж не знаю, мужчины-родственники. Может быть, они между собой родственники, может быть, они с вами родственники. Но здесь, конечно, они вас побаиваются, очень побаиваются, потому что именно для них вы вот прям по пути Амазонки. Вы ходите, если траекторию проложить рисунка, да, вы для них Амазонка. Вот хочется за вами идти, хочется вам довериться. Либо они и так за вами идут и вам доверяются, потому что вы не только умная, но вы же еще и сильная. Вы на себе все тащите, вы всех на себе тащите. Вы такой локомотив с вечным двигателем. Вот. Им с вами очень уютно и очень спокойно. Да, возможно, вы их там воспитываете, гоняете, уму-разуму учите, но они готовы вам простить что угодно, лишь бы вы были рядом, лишь бы вы вот так и дальше шли по жизни и освещали им путь. А они уже там дальше вагончиками за вами бы тянулись. Да, побаиваются, восхищаются и прям гордятся, что они члены вашей семьи, да, либо что вот повезло им в жизни, что такая прекрасная женщина участвует в их жизни. Так, еще. Здесь есть мужчины, но я так понимаю, что это из разряда не получилось. Может быть, вы в какие-то моменты с ними знакомились, шли на сближение, но потом как бы давали задний ход. Вот эти мужчины, они разочарованы, да, что тут скрывать, правду надо говорить, они разочарованы с одной стороны, с другой стороны у них у всех почему-то идет уверенность, что вы женщина на миллион. То есть если денег нет, если в жизни, как говорится, ничего не добился, то к вам подходить не надо. Вы рядом с собой, скажем так, необеспеченного лузера не потерпите. Вот такое убеждение у мужчин. Может быть, причина была в другом. Может быть, вы отказались совершенно по другой причине. Но вот эти мужчины решили так, что типа у меня денег не хватило, да, либо я там статусом не вышел социальным, слишком мелок для этой женщины. Ей он миллионера надо, крутого какого-нибудь там бизнесмена, либо министра, да, вот такого мужчину. А я там простой Вася, простой там, не знаю, сантехник, электрик. Вот. Это тоже есть.
считают, что у вас какие-то завышенные требования к мужчинам. Хотя я не склонна с этим согласиться, потому что вижу вашу душу. Вы ведь не ищете денежный мешок, вы не ищете какого-нибудь там статусного папика. Нет, вы ищете прежде всего человека. Человека для души, для сердца и для жизни. Вам не важно, кто этот человек, вам важно, чем он наполнен и что он вокруг себя распространяет. Вот это для вас важно. Да, вы строгая, но вас жизнь такой сделала. Вы же не на пустом месте такой строгой стали. Считают, что вы надменная. Я тоже с этим не согласна. Это не надменность, это умение расставлять приоритеты и строить границы. Это очень важно, кстати. Да, важно. Да, вы веселая, да, вы активная, но до определенного предела. Вы не всех пускаете на свою территорию, имеете на это право. Вы охраняете свой и душевный покой. И вы очень высокоморальный человек. Да? Вы не любите там всякие грязные шуточки, там, понебратство. Нет, вы этого не терпите, не любите себе, такого не позволяете. И не позволяете, чтобы в отношении вас, да, люди вот так себя проявляли. Да. Кстати, мужики считают, что у вас тяжелый характер. Нет, это не тяжелый характер, это сильный характер, именно сильный. Так, девочки, ну вот опять же, это общая цыпка, но есть у вас в вашей фигуре какая-то вот прям весомая особенность. Да? У кого-то грудь пышная, у кого-то бедра, у кого-то талия осинная, да? У кого-то прям ножки от ушей растут. Вот что-то в вас есть, то, что отличает вас от других женщин. Вот мужчины, ну, горят. Вот смотрят на вас и горят. Вы мужчин соблазняете и тут же, как знаете, отрезвляете. Вы своей фигурой, да, своими какими-то движениями плавными, гармоничными прошли рядом с мужчиной, а у него прям все там переворачивается, все там чешется, набухает, и сами понимаете, да, с ума мужики сходят по вам. Очень вы соблазнительная. Ну, вот райская птичка, которую невозможно поймать. Ой, кто с вами вместе, если вы в отношениях, там мужчина ходит, знаете, как в состоянии блаженства. Да, может быть, он этого и не проявляет, там, не показывает. Ну, характер такой. Но с другой стороны, вот если его спросить, по крайней мере, он это показал, он просто счастлив. Счастлив, что именно вы согласились быть с ним, что именно вы удостоили его такой чести быть рядом с вами. Вот попробуйте еще от него уйти, он вас не отпустит, будет вот ложиться прямо перед вами и не пускать, за ноги хватать, за подол юбки хватать. Не отпустит вас, нет, не отпустит. Просто не отпустит. Вы действительно уникальная. Вы в себе сочетаете все самое лучшее, что природа отдала женщине, вот женскому роду. Правда. Да, вы не все это используете. Есть над чем работать, да. Это не минус, это просто возможность еще доработать и приобрести. Но тем не менее, смотрите, и умная, и красивая, и обворожительная, и талантливая. Ну, не женщина, а мечта. Да? Муза. Вы муза. Прекрасная муза. Да, мужчины все ваши, все у ваших ног. Девочки, я вам секрет открою. Вы можете получить любого мужчину. Что нужно делать? Вот так пальцами щелкаете, и любой у ваших ног. Не гонитесь вы за жалостью, потому что вижу, что у вас очень много было проблем в личной жизни, когда вы жалость и любовь путали. Вам мужика было жалко, вы думали, что вы в него влюбленная, и пытались его там, не знаю, спасти, вылечить, помочь, как-то окружить заботой. Вот этого делать не надо. Не надо. И, конечно же, держитесь подальше от абьюзеров. Я вижу, кто-то пострадал от абьюзеров, но это была часть вашей кармы, понимаете? Часть вашей кармы, которую нужно было пройти.
Такого мужичка вам дали, вы пытались его спасти, помочь, а он как бы черной неблагодарностью вам заплатил. Это не значит, что все мужчины плохие. Это значит, что была такая ситуация в вашей жизни. Вы ее пережили, отпустите, забудьте, идите дальше. У вас мужики, вот смотрите, и были, и есть, и будут. Вы мужиков с ума сводили, сводите и будете сводить. Вот такая вы уникальная женщина. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.